Мы сейчас установим виртуальную машину, программу, которая называется VMware Workstation. Установим, правда, реальную версию. Жмем на кнопку Download Now. И сохраняем этот файл к себе на компьютер. Но я уже эту операцию произвел. Теперь у меня этот Workstation он будет уже заполняться, загружаться второй раз. Я отменю загрузку и сразу перейду уже к загруженной реальной версии. Запускаем программу. Жмем на кнопку Next. Здесь ничего особенного, но мы пойдем по стандартной рекомендации и жмем дальше Next. Ждем Continue продолжить. Программа у нас загружена. Жмем на Finish. И вот у нас появился ярлычок на рабочем столе. Мы запустим ярлычок. Эта программа выглядит вот таким образом на английском языке. Это реальная версия. Давайте мы сейчас создадим, точнее говоря, установим еще одну операционную систему на ту, которая у нас имеется. У меня в данном случае Windows Professional, 7 Windows. А я хочу посмотреть, к примеру, что за фишка такая Windows 8.1. Ни разу я не пробовал, вот, предположим, не исследовал. И поставить вторую операционную систему для того, чтобы посмотреть, как она выглядит и, в общем, исследовать эту тему. Вот эта программа нам и поможет. Итак, жмем на кнопку Create a New Virtual Machine, то есть создаем новую виртуальную машину, куда мы сейчас установим новую операционную систему. Давайте мы сейчас будем следовать только рекомендациям, тем рекомендациям, которые есть в данной программе. В этом окне мы должны выбрать, откуда инсталируется операционная система. Если у вас есть DVD, там Windows 8, предположим, да, ну или любая другая операционная система, вы выбираете вот дисковод. Ну, дисковод в данном случае у меня он уже есть. Я пробовал XP установить, но давайте реализуем Windows 8. Желательно, чтобы эта операционная система была в образе из, ну, в данном случае у меня ISO. Открываем установочную папку, установочный диск, дистрибутив, и жмем далее на Next, на эту кнопку. Здесь, ну, пишите имя пользователя, прописывайте ключи. Если надо, ставите пароль. Ну, я ничего тут изменять не буду. Жмем дальше Next. Соглашаемся с Yes. Ключ мы установим потом. Название виртуальной машины. То есть вот это название Windows 8 будет отражаться вот в левой части. Вот здесь. Здесь можно установить несколько операционных систем. Поэтому в данном случае, чтобы нам дальше не путаться, мы называем наш Windows 8. Жмем дальше Next. Ну, локализация, вот эта виртуальная машинка, если мы сейчас ее нажмем, она будет находиться в папке «Мои документы», Virtual Machine, вот в этой папке. Next. Далее здесь выбираем максимальный размер диска. Ну, в данном случае по умолчанию здесь у нас определено 60. Давайте пока оставим.
и ничего менять не будем. Наша задача просто показать технически, как это все происходит. Вот в этой таблице показано, что у нас место определено для этой операционной системы 60 гигов и 1000, то есть 1 гигабайт будет оперативной памяти для обработки вот этой вот виртуальной машины. Жмем Finish. Ну вот наша машина создается. Так, Windows 8 сейчас будет устанавливаться. Так, мы сейчас по умолчанию, по-моему, у нас так 32 разрядно, но у нас 64 реально стоит. Мы посмотрим, что сейчас будет происходить. В общем, у нас сейчас Windows 8 устанавливается как обычно с дистрибутива. Если бы мы с нуля ставили, скажем, на компьютер, то таким же образом вот эта операционная система сейчас будет устанавливаться. Только в виде дополнительно второй операционной системы. И здесь выберем, по умолчанию оставим вариант Professional. Жмем на кнопку Next. То есть мы здесь делаем то же самое, как обычно, если бы мы производили установку на чистый компьютер. Весь процесс установки на видео мы здесь показывать не будем. Ну и вот, установка Windows 8.1 у нас завершилась. И теперь с помощью нашей виртуальной машины мы можем исследовать, если, конечно, не сталкивались с этой операционной системой, посмотреть, как работает эта система, и не бояться того, что что-то вы здесь напортачите, допустим, что-то испортите. Почему? Потому что виртуальная машина позволяет это делать. У вас в реальности на компьютер установлена, предположим, вот эта версия, да, данная версия Windows 7, ну или любая другая XP. Ну а исследовать можете любую другую операционную систему. Вот в данном случае Windows 8.1. Ну и, конечно, я установил для примера 8.1 оригинальную версию англоязычную. Но с одной стороны, действительно, может быть, и интересно посмотреть, а что в оригинале здесь есть. Спасибо всем, кто был с нами. С вами был Сибдей Том.